Российская власть наконец-то расчехлилась и показала свое настоящее нутро. В Госдуме сегодня на полном серьезе обсуждается встреча Владимира Путина с Канье Уэстом. Это тот рэпер, который восхищается Гитлером, восхищался, по крайней мере, и много-много раз делал антисемитские высказывания. Ну, слушайте, это же просто прекрасно. Депутат Государственной Думы Светлана Журова объяснила, что никаких препятствий для того, чтобы эта встреча состоялась, нет. Надо только согласовать рабочие графики. Что называется, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. В таком случае у меня вопрос к Путину. От кого ты освобождаешь соседнее государство уже 5 лет, если ты сам такой? Что это за денацификация? Когда ты сам ручкаешься, готов поручкаться с нацистом, с открытым. За что умирают наши парни, саха, на этой войне, если ты сам такой? Зачем твоя пропаганда уже много-много лет рассказывает о каких-то нацистах на Западе, которые якобы окружают со всех сторон Россию? А я вам скажу. Вы знаете, ну, Путин не ответит, поэтому я скажу. Есть две страны. Вот как бы это абсурдно ни звучало, государство делится на два государства. Одно государство называется Москва. И у этого государства есть свой президент по фамилии Путин. И вот там все это происходит. Встреча с нацистом Канье Уэстом? Отлично, пожалуйста, давайте поручкаемся. Встреча с Талибаном? Пожалуйста, прекрасно, приезжайте на любой съезд, на любой форум. А помните еще вот эти братья Тейты, да, которых встречали с казачьими, значит, хлебом, солью и казачьими плясками, тоже на одном из форумов. Тейты, на минуточку, торговцы людьми, они сейчас являются участниками уголовных дел, связанных с сексуальными преступлениями. И вот это все происходит вот в этой стране. В другой России. Другая Россия абсолютно бесправная. За любой пост, за любой репост, за любые слова против войны, за мир, там, любое несогласие с действиями властей, которые в Москве находятся, человеку грозит статья, уголовное дело по экстремистской статье и 20 лет колонии. Ну, 25, ну, 7. Но и тем не менее. Лишение свободы. У нас таким образом была лишена свободы Саша Александрова, журналистка. У нас в республике таким образом был лишен свободы наш шаман Александр Габышев. Тоже по экстремизму его кинули. В конце концов упекли в психиатрическую клинику. До сих пор он там находится. Это вообще какие-то две разные страны. Две разные страны. Москва такая богатая, да. 20 миллионов гонорару Канье Уэсту. Да пожалуйста, мы же богатые. 160 тысяч за места в вип-ложе, да, на концерте Канье Уэста. Пожалуйста, никаких принципов, ничего нет. Ну и что он нацист? Это же Америка, это же звезда. Чтоб не пойти, не посмотреть. И на этом фоне вся остальная нищая Россия. Денег нет. У нас ЖКХ, ГУП ЖКХ объявила дефолт. Денег нет, расплачиваться не. Люди сидят без зарплат. Нет у нас 20 миллионов, понимаете, долларов для того, чтобы все эти дыры закрыть в бюджете. Вот такие две страны. Одна страна называется Москва с президентом Путиным. И все остальное, наши национальные республики, вся остальная Россия — это вот колонии Москвы. Нужна ли она нам такая страна?